5-6 июля в Якутске прошел 7-й республиканский слет приемных родителей, специалистов отделов опеки и попечительства и центров содействия семейному воспитанию. В работе слета приняли участие более 140 человек из 22 районов республики. Участники слета говорили о важности поддержки приемных семей. Сейчас социальная политика государства направлена на то, чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, воспитывались в семьях. И статистика показывает, что в последнее время, за 5 лет, все-таки идет хорошая динамика, и уже 88% детей-сирот воспитывается в приемных семьях. Здесь я отмечу, конечно, политику государства, политику, которую ведет глава республики Айсен Николаев в отношении приемных семей. И дважды в своих посланиях Государственного собрания Илтумен он 2 раза останавливался на поддержке приемных семей. Важным вопросом является межведомственное взаимодействие учреждений по профилактике социального сиротства и та работа, которую ведет Министерство труда и социального развития Якутии по поддержке приемных семей. Министерством труда и социального развития проводится достаточно большая работа по совершенствованию нормативно-правовой базы по поддержке приемных семей. В рамках очередного послания главы республики был разработан проект закона, который принят в первом чтении. С января 2024 года размер выплаты, который полагается детям, находящимся в опекунских и приемных семьях, должен быть не ниже величины прожиточного минимума. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в работе слета приняли участие около 70 приемных родителей из 20 районов республики. Многие приехали на слет впервые. Много новых приемных семей молодых, очень радостно прямо это все видеть, потому что мы уже с годами стареем, и молодые принимают нашу эстафету, это очень радостно. Огромный интерес у всех участников слета вызвала тема трудоустройства выпускников приемных семей и центров содействия семейному воспитанию, а также отсутствие ряда льгот у приемных семей. Мы о труде приемных семей часто молчим и забываем, а у родителей отпуска нет. Действительно, отпуска нет. И если мы стремимся к каким-то новым, совершенно социальным подходам, давайте закрепим статус за ними, что они работают, что поставим тоже какие-то показатели. Этот ребенок потом какой образ жизни ведет? Он нашел свою работу, он поступил в высшее учебное заведение или нет? То есть должна быть качественная этот замер тот самый. Не красивые цифры, а практический результат, что человек, данный ребенок вырос и он трудоустроился. На слете обсуждались различные вопросы. Одна из тем, волнующая всех приемных родителей и вызвавшая большой интерес – сложности психологического воспитания подростков и методы психотерапевтической коррекции. Дети, подростки часто жалуются, говорят психиатрам о том, что их не понимают родители. Очень часто мы с этим сталкиваемся, и, конечно же, у нас прием проходит в сопровождении родителей обязательно, и бывают такие ситуации, когда дети при родителях даже не рассказывают о своих переживаниях, стесняются. Но стоит маме настоять на том, что она говорит: я сейчас выйду, и он вам все расскажет, и да, мы отпускаем мамочку, она стоит за дверью, ребенок действительно начинает раскрываться. Это тоже говорит о том, что и дети, и взрослые нуждаются в психологической и психотерапевтической коррекции. Обсуждалась на слете тема важности школы приемных родителей и необходимость ее работы в каждом муниципальном районе. На сегодня у нас, к сожалению, проходит школа приемных родителей только 23 муниципальных образований городских округов. Мы надеемся, что в связи с проведением слета и участием наших органов опеки этот вопрос поднимут на уровне глав по социальным вопросам муниципальных образований, и вопрос решится, и будут специалисты, которые могут проводить эту школу на местах для удобства наших граждан. Большой интерес у приемных родителей вызвал социально-психологический тренинг по снятию выгорания приемного родителя, проведенный педагогом-психологом Верхневилюйского центра содействия семейному воспитанию Альбиной Тюкяновой.
Они все подходили ко мне, и некоторые взяли индивидуальные консультации. Для них я провела консультации. У них очень много заболевших вопросов. На эти вопросы они хотят брать ответы. И вот и работать над собой, да. К сожалению, нехватка психологов, это отражается вот на этом все. Психологи Республиканского центра содействия семейному воспитанию Зинаида Шахурдина и Марина Козлова провели семинар-тренинг по взаимодействию кровных и приемных родителей во имя интересов ребенка. Мы говорим о важности кровных родителей в судьбе приемного ребенка. Мы говорим о важности воспитания ребенка в приемной семье. И как кровная и приемная семья могут воздействовать на ребенка, дать ему шанс начать новое, лучшее для себя будущее. Я впервые в слете приехала. У меня впечатлений много. Узнала много того, что я не знала, познакомилась с приемными родителями и поделились опытами. Тренинги очень интересные и познавательные. Лекции тоже были, спикеры тоже интересно подавали свои доклады. На семинаре специалисты отделов опеки и попечительства и Центров содействия семейному воспитанию обменялись опытом и обсудили нововведения в законодательстве по вопросам опеки и попечительства. Впечатления очень хорошие, конечно. У нас был семинар для специалистов, который дал нам очень много советов по работе. Такие слеты очень нужны и приемным родителям, и нам, специалистам. Хотелось бы, чтобы и дальше всегда проводились такие слеты. И это обмен опытом очень ценный. Обсуждалась на слете тема наставничества для социальной адаптации выпускников, центров и замещающих семей. Семинары и тренинги вызвали большой интерес у всех участников слета. Эти встречи наполняют нас и дают толчок к движению вперед, к работе с нашими приемными семьями. И мы готовы приезжать в следующем году еще раз. Это колоссальный опыт получения информации не только от специалистов, отделов опеки и попечительства, центров, но и, конечно же, от самих замещающих родителей. Это полезная информация о том, как они воспитывают детей, какие у них взаимодействия. То, что мы изучаем в теории, оно отличается гораздо от практики. И я с удовольствием еще хотела бы присутствовать на данных слетах. В работе слета приняла участие Ольга Лим, руководитель Хабаровской краевой общественной организации замещающих семей «Чужих детей не бывает». Она поделилась опытом поддержки приемных семей и создания родительских сообществ. Если мы не будем помогать родителям, то мы не сможем помочь ребенку. Поэтому всегда, когда у меня специалисты иногда бывает выгорают, да, и говорят: все, я не могу, там они меня замучили, нет никаких изменений, да, они все равно поступают неправильно. Мы все время говорим: вспоминай о ребенке, вспоминай о детях. Помогая родителям, ты помогаешь детям, думай о детях, что ты помогаешь сейчас детям. Поэтому, конечно, если мы берем такой семейно ориентированный подход, если для нас действительно ценно, чтобы каждый ребенок жил в семье, то помощь приемным родителям, она просто обязательна. Без нее счастливых детей не будет. На слет приехали как опытные, так и молодые приемные семьи, и для них очень важным стало общение и обмен опытом. Много узнали обмен опытом. Нам очень нужно было, так как мы молодая семья, только второй год. Новые знакомства, новые люди, новые семьи. Со всеми интересно пообщаться. Много открытых людей. Осознаешь, что какой-то вклад все-таки делаешь для детей. Насыщенная двухдневная программа слета включала не только семинары и тренинги, но и живое общение, обмен опытом приемных родителей. Я вообще впервые на этом слете, и действительно для меня большая честь присутствовать здесь. Мы получили большой опыт, мы пообщались с другими приемными родителями и обменялись
опытом, получили больше информации и больше знаний. В прошлом году в 6-м республиканском слете я первый раз побывала и набрала много опыта, познакомилась со многими семьями. И вот в итоге в 2022 году по моей инициативе мы решили совет приемных семей в Кобяйском области у себя. Все выступающие на слете отметили важность приемных семей в решении проблемы социального сиротства и необходимость оказания всесторонней помощи приемным семьям. Роль приемных семей в воспитании детей, оставшихся без родителей, очень важна. Очень радует, что с каждым годом количество приемных семей увеличивается, снижается число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые остаются в детских домах. Очень отрадно, что у нас фонд «Дети Саха-Азии» каждый год с Хангаласским центром содействия такие мероприятия, слеты устраивает для приемных семей, потому что с каждым годом приемных семей у нас по республике все больше и больше. И для того, чтобы молодые семьи, приемные семьи, которые только детей устроили к себе, они могут уже с опытными родителями, с мамами, с папами, уже обменяться опытом и уже наладить отношения со своими детьми. 2 дня работы нашего слета и научно-практической конференции для приемных родителей и специалистов сферы опеки и попечительства, а также центров содействия семейному воспитанию показали, что вот такое мероприятие, как слет, очень необходимо и востребовано, как для родителей, так и для специалистов. Мы услышали очень много отзывов уже в ходе вот этих вот дней о том, что это необходимо, что сколько много они полезного узнали, что они познакомились друг с другом, столько много идей у них родилось в процессе. На закрытии слета заместитель главы Кобяйского улуса по социальным вопросам Александр Сусоев вручил награды приемным семьям, отметив их вклад в семейную политику. Также приемным семьям были вручены благодарственные письма Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха-Якутия, Министерства труда и социального развития Республики и награды фонда «Дети Саха-Азия». Слет стал важным мероприятием в деле поддержки и укрепления приемных семей.